Глава Башкортостана Ради Хабиров в очередной рабочей поездке. На этот раз лидер региона отправился в Уфу, в среднюю школу номер 44. Средняя школа номер 44 города Уфы полилингвальная. Учебный процесс здесь организован на русском, башкирском и английском языках. Школа рассчитана на 1300 мест и работает в одну смену. Основали среднюю школу номер 44 города Уфы в 1936 году на базе 3 школ. 21-й, сейчас здание детдома на Кустарной, 23-й, который находилась в деревянном здании около кинотеатра «Юндос», и 20-й. В 2018 году 44-ю школу закрыли на капитальный ремонт и открыли в сентябре 2019 года. Начиная с 1941 года наши ученики и учителя ходили на фронт. Посвященный им обелиск его восстановили, да, или надо, да? Да, она на месте осталась, президент нам помог и восстановил его на месте. Как подарок в школе сделали вот это все. Сколько здесь фамилий? Здесь 75 фамилий. У нас даже когда была реконструкция, здесь было завалено строительным мусором все, и мы его бережно хранили. Приходили бабушки, дедушки, открывали его, с нами ругались. И говорят, Владимир Иванович, помните, когда мы просили жителей не заходить, строительный кран, все равно заходили, открывали его. Информационные щиты, на котором указано расписание. Любой ученик или родитель может ознакомиться, вбить класс, и у нас выходит расписание класса по неделям. Здесь информационный щит. Также вы сможете посмотреть расписание кружков, секций и выход на электронный сайт школы. Нам коллеги говорят, что у нас наполнение информационного стенда маленькое, но вот мы предлагаем такой вид. В данный момент мы поздравляем учителей. Вот живая стена, преподаватели движения. Говорят, чем отличается школа от других школ. Вот такой проекционный дизайн в республике впервые появляется в нашей школе. Вот, это вот моя идея. Мы очень много стараемся ездить, привезли из Москвы. Дальше и мы показываем, вам огромное спасибо, нашу гордость. Это лингофонный кабинет, современное оборудование. Если позволите, я стол предоставлю учителям. Каждую субботу мы наполняем наши залы. Здесь у нас гимнасты, здесь вот мы в этом году открыли в рамках проекта «Борьба в школах». Открыли, да. Наш тренер, да, вот мы только начинаем, набор детей идет в эти группы. А также весь вид баскетбол, волейбол. А вот секции гимнастики вот по субботам, да, у вас? Нет, после уроков практически каждый день расписано у преподавателя. Гимнастика и вот пользуется борьба, всех видов, вольная борьба, куреш. Татами профессиональные, она раскладывается, есть у нас и потолще слой, есть и маты, которые у нас располагаются в другом зале. Ну, то есть вот борьба в школу вы ввели, да? У вас один тренер? Да. Нет, у нас по борьбе 3 тренера. 3 тренера? Да, 3 тренера по борьбе. Ну, в субботу у вас здесь работает, да? Да, в субботу у нас... Переезжал здесь. Ну, чтобы в субботу зал работал. Раздевалки. И у нас очень много рекреаций, больших рекреаций. Это у нас интерактивная, не интерактивная, большой глобус. Детям всегда все интересно, даже иногда катаются на нем. Представлены программируемые и непрограммируемые модели Лего. Подробнее об этих моделях вам расскажут ребята. Знаете, стало предоставлено не программирование детских Лего, в которых электрические элементы лишь украшают и делают веселее, там, со звуком и так далее. Например, вот грузинская пчела.
До бесконечности. Да, у нас очень много рекреаций, мы их стараемся только выполнять. Это здесь свободно. Да, выполняем для того, чтобы дети начального звена, они уже постарше, когда проходят, их они игнорируют. Показывают, объясняют все, чтобы можно было больше детей завлечь, заинтересовать. Эти дети уже прошли курсы обучения с преподавателями совместно. Да, Да, все равно. Все нормально, ребята. Ну уж не ожидали, Радифович, что вы сюда зайдете. Туалет это всегда надо заходить смотреть туалет и кухню. Тогда все будет понятно. Это сегодняшний завтрак. Винегрет, гуляш, каша гречневая, компот из кураги, яблоки, хлеб пшеничный. 2 возрастные группы. Все разрешенное. С Роспотребнадзором согласованное. Термотележки, мы их заправляем, вот сюда помещаются тарелки. Мы устанавливаем, закрываем, устанавливаем температуру, выносим их в зал, и потом, когда перемена, дети расселись, мы вот так вытаскиваем, и по столам уже горячую еду, да. Не сильно горячие. Ну, вот такие вот у нас термотележки. 65 Да. градусов поставили, сейчас закупаем. Да, как раз. Вот уже 4 школы оснастили. Меню сегодня каша гречневая, винегрет. Не хотите попробовать? Нет, спасибо. Гуляш? Попозже, может. Спасибо. Спасибо. Мы с неожиданным сопротивлением столкнулись, потому что мы, в принципе, проводим... Нет, при реорганизации системы питания мы же все-таки наступили на многие интересы разные, причем неблаговидные. Это с единым меню? С единым меню, значит, вообще в целом со сменой ряда поставщиков. Поэтому здесь у нас такая самая настоящая война идет. Ну, мы победим, конечно, но просто неприятно, что я не думал, что уж на детях-то вот так зарабатывать нельзя. Вот. Но здесь-то хорошо, но, понимаете, у нас школ там почти 1500, и в отдаленных деревнях, вот у меня практически контрольное управление главы республики, оно не вылазит с районов, потому что мы взяли под жесткий контроль любую жалобу. Наведем порядок, но немножко времени занимает. Спасибо. Есть школьные телерадиостудии, вот дети хотят вас Здравствуйте, этим школьный заниматься. представитель Вестник. Радий Фаритович, могли ли бы вы ответить на несколько вопросов? Какие воспоминания у вас сохранились о вашей школе? Ну, хорошие, конечно, воспоминания. Это же такое детство было веселое. Но мы учились тоже, занимались спортом, дружили. У нас школа была не такая большая, конечно, не столь укомплектованная, она была маленькая очень, но мы свою школу любили. Понравилась ли вам наша школа? Мне очень понравилось. Вот у меня мечта, чтобы у нас в республике все школы такие были. Ваши пожелания учителям и ученикам? Учителям желаю здоровья, терпения. Бесконечно благодарю ваших учителей за работу. У них работа очень тяжелая, очень нужная. Но ученикам предлагаю дерзать, учиться, потому что в такой школе можно получать замечательное здание и потом стать успешным человеком. Спасибо большое. Вот и неожиданное интервью у вас. Да, Нравится школа? да, мне очень нравится. Да. Вы уже, получается, месяц работаете, да? Да. Ну все, вот все чистенько я вижу, да? Тут никто ничего не царапает, нет, да? Да, нет, дети Бережно с относятся. уважением и бережно относятся, потому что это большой труд совместно с родителями. Да, все. Добрый день, дорогие учителя, добрый день. Я, конечно, приношу извинения, что в субботу вроде вас как я отвлек, но мне сказали, что вы все равно работаете. Давно хотел посмотреть 44-ю полилингвальную школу. Ну и, конечно, от всей души хотел вас поздравить с этим праздником. Знаете, в этот праздник хочется все время говорить слова благодарности. Вам огромное спасибо за ваш труд, за ваше какое-то бесконечное, наверное, терпение, за ваш ум, за вашу доброту по отношению к нашим детям, за любовь к своей работе. Поэтому всех поздравляю, желаю крепкого здоровья, успехов в вашей работе. Если какие-то вопросы есть, я готов ответить. Спасибо. Александр Леонидович, учитель истории. Я знаю, что вы самый главный болельщик клуба «Салават Юлаев». Вас приветствуют все болельщики. Мы тоже напрямую с хоккеем большим связаны. Наш выпускник Алик Гореев долгие годы был капитаном «Салавата Юлаев». Это у нас с 60-х годов здесь было поле
хоккейная, и даже ангар единственный в городе крытый. И мы ковали вот такую смену. Вот сейчас я знаю, что придет зима, будет множество хоккейных коробок. Может быть, и у нас восстановилась эта хоккейная коробка, у нас там расширение предвидится. И хотелось, чтобы были наши воспитанники башкирского хоккея в Салавате Юлаеве. Спасибо. Спасибо. Раиль Фаридович, здесь вопрос говорится о том, что вот в южной части за школой есть гаражи частные, вот, ну, оформленная собственность, оформленный земельный участок, то же самое. Мы сейчас с ними работаем. За проект межевания, проект планировки мы сделали. Мы земельные участки будем изымать под муниципальные нужды. Вот. Мы этот вопрос проработаем. Знаете, вот Салават Юлаев, конечно, это же такая легендарная команда. Но, знаете как, не будет команды мастеров, и пацаны не пойдут в хоккей. Вам еще хочу сказать, и вот обращаясь к Аббату Акиловичу, мы поставили себе задачу, вы знаете, чтобы наша система образования вошла в пятерку лучших систем образования Российской Федерации. Невероятно амбициозная задача. Ну, я каждый раз говорю, если мы не будем себе ставить какие-то амбициозные задачи, тогда мы вперед двигаться не будем. Вы знаете, мы предложили, это было мое предложение, Министерство образования, по-моему, нас поддержало, и вместе работаем, мы программу «Взлетай» вводим в школах. Ну, мы не можем ее вводить насильно, знаете, вот прям ставим вам какие-то условия. Просто я наблюдаю за этим, думаю, если педагогический коллектив подхватит, то будет хорошо. Вы можете назвать ее как угодно, но смысл не очень простой, чтобы помимо каких-то базовых вещей, чтобы ребенок, ну вот какие-то очень обязательные, какой-то вот, знаете, дресс-код, что ли, там, потенциала своего должен иметь. Танцевать вальс, играть в шахматы, там, какое-то базовое знание иностранного языка, но у вас-то и так и будет знание норм этикета, культуры. Ну, то есть человек, чтобы выходил таким, знаете, современным, очень успешным и очень хорошим. Вот эта школа, вот, где вы работаете, например, той школы, которые у нас должны быть. Конечно, мы не сделаем так в один час, в один момент, в один год, чтобы все школы были такими. Но будем стремиться к тому, чтобы наши школы были хорошими. Раиль Фаридович, позвольте тоже слова благодарности от системы образования. На самом деле, прорывное время мы сейчас живем. За этот год система образования, наверное, столько внимания получила, сколько за десятилетия не получала. Сейчас я самое главное сказал, что это благодаря национальным проектам. Вот, понимаете, вот мы-то видим этот проект базово, широко, как говорится, по всей республике, не только вот образование и здравоохранение, и безопасные дороги. Поверьте, что за эти до 2024 года это просто будет мощнейший рывок. Это вот мощнейший рывок будет во всех направлениях. Школы, садики, медицинские учреждения, дороги, комфортная городская среда. Вы, наверное, видите, да, что мы очень много сейчас делаем для того, чтобы наши дворы были хорошими, парки были хорошими. Поэтому вот это все в целом направлено на то, чтобы жизнь наших людей все-таки сделать лучше. Наталья Леонидовна, заместитель директора по воспитательной работе школы. В сентябре у нас был небольшой такой опыт. Мы проводили открытые уроки истории. Причем принимали участие ученики всей нашей школы. Уроки истории были организованы на базе интерактивного музея «Россия. Моя история». Опыт очень впечатляющий, положительный. Дети были в восторге от этих уроков. Хотелось бы продолжить данный опыт и проводить подобные уроки в музеях, возможно, в театрах Республики Башкортостан. Но вы сами понимаете, что, в общем-то, это родительские деньги. Можно было бы как-то это организовать на бесплатной основе для учащихся нашей школы. Мы просим оказать содействие в этом, если это возможно, конечно. Спасибо. Что-то возможно, что-то нет, надо понимать, да. Вот, но мы как еще? У нас в рамках вот нашего образовательного часа мы обсуждали это. У меня какое было пожелание, чтобы наш ребенок, в Уфе-то даже проще, условно, там, Серемикеевского района, условно говоря, в год в обязательном порядке ходил в театр в одну постановку.
Может быть, может быть, не в Уфе, но хотя бы в Тумазинский театр. У нас там хороший театр, да? И там в музей какой-то. Причем это бесплатно. Мы такую историю продумываем. Вот в рамках, может быть, да, ну вот как-то вот так. Теперь, а по поводу полилингвальных, здесь опять особая история. Буквально мне покажите график допустим, по мая включительно 44-й полилингвальной школы, что кто к ним приходит сюда. Известные люди, еще раз говорю, министры, там, зампремьеры, там все интересы, премьер, там госсобрания, депутаты, Государственные думы, наши народные артисты, у нас их много, народных артистов, спортсмены наши, те же хоккеисты пусть сюда придут. И вот этот график у вас должен быть, потому что общение с такими людьми в том числе формирует, ну, все-таки такой более уверенный мир человека. А по музеям, по театрам мы, давайте так, еще раз вернемся к этому работу на нашем образовательном часе и поговорим. Какие-то решения примем. Да, кстати, вот у вас здесь тоже был один вопрос по поводу научно-методической поддержки. Василь, нам надо собраться через какое-то время, пригласить 2, наверное, ректоров пока. Это педагогический Башкирский университет. Чем они могут помочь школам, потому что у них есть методика, у них есть профессора, у них есть доценты, которые могут помочь им в организации образования. Леонид Фаритович, в рамках ваших поручений, данной 2 августа в рамках Башкирского часа, календарный график разработан, и он реализуется. Например, в ноябре месяце мы ждем хоккеистов, которые говорят только на английском языке, с целью расширения языковой среды. Да, уважаемые коллеги, Леонид Фаритович, позвольте последний вопрос. Нет, я-то могу сидеть, но давай, у них оливье дома нарезано там и все прочее. Пусть домой-то идут, наверное. Леонид Фаритович, вам огромное спасибо. Мы крайне признательны, что вы нашли в своем плотном графике время и приехали к нам. Мы вас ждем чаще. Приходите к нам. Давайте договоримся. Я приеду к вам вот в преддверии Конституции нашей республики или Российской Федерации, или Дня прав человека. Это моя научная специальность была, поэтому я готов лекцию начать. Огромное спасибо. Полилингвальные школы, вы очень много внимания уделяете им. Вообще в республике их сколько? Их сейчас 2. Мы ведем сейчас проектирование в Нефтекамске с изучением татарского языка. И у нас план есть по целому ряду школ. Мы сейчас определяемся, где они будут. Мы план-то поставили до 24 года, так что время у нас есть. Смысл полилингвальных школ в том, что они станут локомотивами образования. Сюда мы будем впихивать все, образно говоря, все самое современное, все самое лучшее. И, глядя на них, будем подтягивать другие школы. Потому что мы не можем сразу все двинуть. Мы двинем 14 школ, причем они все по всей республике раскиданы. И от этого будем отталкиваться. Все или поближе? Смотрим сюда, пожалуйста. Так, внимание. Сейчас, да. Солнце вам улыбается, вы солнцу. Давай. Пожалуйста. Давай. Сейчас. Современные дети. Спасибо. Леонид Фаритович, это то, что вы хотели увидеть в школе? Да. Я, честно говоря, мне из-за графика не удавалось здесь побыть. Вот сейчас я посмотрел, очень хорошая школа. Очень хорошая школа. И видно коллектив. Здесь важно. Ведь в школе самый главный коллектив, а здесь коллектив уже давно установленный, сформировавшийся. Вот. Уютно здесь? Уютно, да. Так. Спасибо.